В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Ласка Пана нашого Єсуса Христа і любов Бога Отця і єдність Духа Святого, нехай будуть з вами усіми. Святую імшу справую за Алену з нагоди дня народження, просячи для її опеки Матері Божої і оборони Святої Троїці. Сьогоднішня неділя має свою таку дивну назву «Неділя доброго пастира». Що це означає? Що кожен з нас кружить дорогою свого життя. Якою дорогою? То, якою хоче. Але Бог має для нас свої дороги. Перепросим за наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую ахвяру. Spowiadaемся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я бедный, думкою, словом, учинком и занятами. Моя вина, моя вина, моя бедный великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай милуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. А на землі спокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Змея великой хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, грехи грешна себе, грехи и свету, смилуйся над нами. Грехи грешна себе, грехи и свету, прими моление нашее, яки святишь праворучайся,
Jezu Chryste, z Duchem Świętym ukłonię Ojca. Amen. Молимся. Всемогутный вечный Боже, приведи нас до уделу радости небесной, как мы, як покорные паства, дошли до Твоего благодарства, куды ранее пришел наш переможный пастырь, яки с Тобою живей благодарить едности Духа Святого, Бог празусе веки вечные. Читание книги «Деял апостолов». У тые дни Петр, наполнившийся Духом Святым, сказал: «Проводили народу и старейшины, коли нас сёння допытывают за добрый учинок, дякуючи якому гэты хворый чалавек выздоровел, то няхай будзе вядома вам и усяму народу израильскому. Гэты чалавек стоит перед вами здоровый, дякуючи имени Иисуса Христа с Назарета, якого был крыжаваний, и якого Бог увоскрасил з мертвых. Ён камень, які вы, будовники, откинули, але ён стал головою уклад. І няма ні ў кім іншым збаўлення, бо няма іншага імя пад небам, дадзенага людям, у якім маглі мы атрымаць збаўленне. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Камінь кинутий будовниками, став головою уклад. Камінь кинутий будовниками, став головою уклад. Хвалите Бога, Боже добрий, то навіки милосердно всякого я. Ліпше складать надію на Бога, чим сподіватися на чоловіка. Ліпше складать надію на Бога, чим сподіватися на людей Божих. Камінь кинутий будовниками, став головою уклад. Славлю Тебе, Богиня, не почув, и стал моим спасением. Камень, откинутый будовниками, стал головою уклад. Получением это и земля на очах наших. Камінь кинутий будовниками, став головою уклад. Благословляю, кто идти во имя Бога, благословляю вас, Бога. Боже мой, буду возвеличивать Тебе. Дякуйте Пану, бо ён добрий, бо його милосердность навіки. Камінь кинутий будовниками, став головою уклад. Читание первого послания святого апостола Яна. Умилованные, глядите, якую любовь дал нам Отец, как мы были названные детьми Божьими, и ими являемся. Свет тому не ведая нас, что не спознал Его. Умилованные, теперь мы дети Божьи, але яшчэ не выявилася, чым будем. Ведаем, что коли выявится, то будем подобными до Его,
бо ўбачыў яго, якім ён ёсць. Гэта Слова Божае. Дякую, Пану Богу. Добрий пастир, каже Пан, і віди овечок моїх, а мої відають мені. Пан з вами. Читання Святого Євангелія Павла Яна. У той час Єсус сказав: «Я добрий пастир. Добрий пастир віддає життя своє за овечок. А найміта і не пастир, якому не належить овечки, коли бачить, що приходить вовк, кидає овечок і утікає, а вовк хапає і розганяє їх. Утікає, бо він найміта, или клопотится про овечек. Я добрый пастырь, и ведаю своих, а мои ведают меня, як меня ведає Отец, и я ведаю Отца. И життя свое отдаю за овечек. Есть у меня и іншие овечки, якія не з гэтага двора. И гэтых мне треба привести, и яны будут слухать голос мой, и буде один статок и один пастырь. Затое любить меня Отец, что я отдаю життя свое, как узять его знову. Никто не отбирая его от меня, а я сам отдаю его. Я маю владу его отдать, и маю владу снова узять его. Такую заповедь я отримав от Отца его. Это слово Бога. Так як сказав у початку Святої Мши, сьогоднішня неділя має свою виключну назву «Неділя доброго пастира». І коли ми добре слухали Євангелію, Ісус Христос так само сьогодні об'являється. Подчас святок Великодних, які ми переживаємо ще, дякую Богу, Ісус Христос об'являється у різні способи. В першій черзі пам'ятаємо, коли об'являється, говорить, «Доткніться мене, которые зійшли живі». Другим разом об'явиться, спожиє вечеру разом з апостолами. Сьогодні Ісус Христос так само об'являється і говорить сам про себе: «Я добрий пастир». Я не звичайний, а я добрий пастир. І подає приклади, ким є добрий пастир. У першій черзі ми прочитали, що є найміта і є добрий пастир. Справді так є найміта і є добрий пастир. Наймітам пастив овечки Моисей был наймитом свого тестя. Треба было жонку отпрацевать. Поэтому пастив овечек. І справді у договорі, які заключали найміти з господарами, був один такий пункт, которым было описано, что менавіта, коли буде надыходить небезпека и погрожать життю пастира, то пастир
має обов'язок боронити гэтых овечек до тих пор, пока ягонае жыццё не будзе пад вялікай пагрозай. Калі яно пад пагрозай, мае право оставить статок и утекать. Чему? Бо жыццё найважнейшее. Это уже было за часов Иисуса Христа. Такое. Тому Иисус Христос говорит, что я не наймита, який оставлю гэты статок, а говорить больше. Я той, кто отдам свое жыццё, как его мели другие. И говорите по себе, так, я добрый пастырь, завжди повторяю это слово, сегодняшнее Евангелие, жыццё свое отдаю за овечек. Есть у меня и іншие овечки. Жыццё свое отдаю за овечек. Богу на нас залежить вельмі моцна, яшчэ больш, чым нам. Ёсць у мяне таксама і іншыя овечкі, якія не з гэтага двара, і гэтых мне трэба прывесці да сябе. І яны будуць слухаць голас мой. У які спосаб Ісус Христос прывядзе овечак, збере нас усіх в одну добрую паству, аўчарню, в один великий костёл, калі мы будем слухаць слова Божие. І гэтых мне трэба прывесці, і яны будуць слухаць голас мой. Кто-то скажет, якаясьці параноя, або што так ksiądz Jan mówił. Сапраўды, калі паглядзім на вяртанне некаторых святых, возьмем такого святого, которого правдоподобно маю надеюсь, что все знаете, может не особисто, я ничего не про него, конечно, я его особисто так сам не знаю. Августина, 40 годов, добрый риторик, агностик, научал людей, за ним приходили тысячу людей, научал их против веры, против Бога. И видите, дякуючи, чему он навернулся? Отчинил Святое Писание и начал читать. И все. Зрозумел все то, что он говорил, что он учал, что ничего не варто без Бога. Что, однако, Бог есть. Бо он в своем сердце его знайшов. Хоть не шукал. Конечно, за него молилась мать его, 40 годов, посвятила свого життя, как сыну не навертання. Але он почув Божье Слово. А дякуючи чому? Бо отчинив своє серце Богу. Отчинив. Иисус Христос говорит, я добрый пастырь для тих, кто отчинит свое сердце на мое слово. Я тих верну на дорогу, которой повинны имкнуться, идти. Але Иисус Христос является пастырем, который ведет по дороге нашего життя. Мы маем свою дорогу, свой шлях. Мы им крочим. Вот тут написано. Я добрый пастырь, и ведаю своих, и мне ведаюць мяне. И мае ведаюць мяне, як мяне ведае Отец, и я ведаю Отца. Это означает, что Бог кожного з нас ведае вельмі добра. И не только что ведае, Он ведае по имени докладно. Так само почитал я за часом Иисуса, сапраўды пастырь ведаў своих овечек, надавал им клики, имена, так званые. Яны чули его голос, яны до его призвычаивалися, и все. И пастырь шел напереди. И он мог там спевать, мог там размовлять с этими овечками, а они шли за этим голосом. За этим голосом. Иисус Христос так само нас кличет своим голосом Святого Писания, как мы и шли за ним у житті. Але куда? Вот такое питание у меня повстало. На початку Святої Мши сказал, что наше життя – это не наше життя, что Бог нас веде не так, как мы хотим, а по других стежках нашего життя. Чому? Бо Він хоче, як ми збавилися. Дайте нам збавлення. Ми у своєму житті вельми легко денервуємося. А чому? Один святар, колись подав мені такий приклад, бо з певного разу до мене приїхали гості і говорять так, ну и, конечно,
поехал их зустрел, мы там поехали что-то съесть, думаю, поедем проведать трохи Варшаву, вот его больше. Ну и заказал таксовку, таксовка приехала, я вот себе уже представил, куда нам будет ехать, так будем ехать, посадил их по правой стороне, сам сел с левой стороны, вот будем проезжать, я покажу тут костел такие наибольший в Варшаве, и мне ж охнуть, ахнуть, я сделаю такое выражение, там будет рассказывать, что такая речка и так далее, и так далее. Просто я показываю, как будем ехать с пункта А до пункта Б. Ну и, конечно, таксовка приехала, и они сели. Все было по плану, держав поворот. Затем, а вот тем так нет. Я начал крутиться с этим водителем. Что ты не хочешь тарифу набить? Или пусть ты уже дорогой везешь? Он говорит, не, нормальная дорога везу. И ты говоришь, я уже там нормально зимний бьюсь с этим водителем таксовки. А я он туннелем проехал, выскочил с другой стороны. Приехал еще лучше, чем я думал. Коротейшая дорога, чем я себе представлял. И все. Я говорю, так. Мне нервовало то, что я себе запланировал. Будем ехать, я буду рассказывать все. Показывать Варшаву. Он поехал другой дорогой. А я там, ничего не мог рассказать. Ничего не мог показать. Браты и сестры, в нашем житті есть так само. В нашем житті есть так само. Мы говорим, Пане Боже, допоможи нам в наших тяжкостях. Поможи нам в наших проблемах, которые мы переживаем. И что? Ну и не помогаем. А чему? Потому что, когда будем читать Святое Писание, то прочитаем, Иисус Христос является светлом, а так само и темнотой. Какой способ? Является и светлом, и темнотой. Светлом, потому что осветляя наши дороги, показывая нам цель, куда нам треба кружить. А темнотою, потому что, коли мы идем не тем напрямку, то он нам дает темноту такую. Какие есть переживания, тяжкости, какие есть хвороби, какие есть проблемы життєві. Навіщо? Показать, что мы не этой дорогой идем. Что мы в этом напрямку продолжаем. Ось в этом проявляется и доброта пастора Всевышнего Евангелия, братья и сестры. И он и добрый, и так себе наше життя поправляет нам збитим мозгом пасує. Не ціліровану, а воно то, что написано. Далее читаем. Життя своє отдаю за овечек. Есть у меня и іншие овечки, які не з гэтага двора. И гэтых мне треба привести, и они будут слухать голос мой. И будет один статок, и один пастор. Затое любить меня Отец, что я отдаю життя свое, как взять его знов. Добрий пастор отдає своє життя, как взять его знов. А в який спосіб? Ісус Христос ще раз підтверджує, в який спосіб. Ніхто не відбирає у мене, ніхто не відбирає. А я сам отдаю в это життя. Сам отдаю свое життя. Это такая только аллегория до святарства, до покликания. Кто идет, как проповедовать Божье Слово, вот тут первая речь святара, такую говорить, проповедовать Божье Слово, затем уделять сакраментов, то выбирает, чи хоче это ученицам, чи его примушают. А когда примушают, то что делать за проповедник Божьего Слова? Что будет говорить, что не примусили? Когда я сказал, что не примусили быть ветером, он пол костера уже вышел. На судную неделю будет вышло. Нет. Я тут с покликами. Я тут с покликами почул голос у сердца. И сам сходился отдать свое життя. У нас на стройце працавал такий один працовник, разводил у нас багрел, батареи и канализацию в здании. Говорит, Ян, скажи, почему Ян, скажи, я кто? Пижонки, да. Скажи, я не понимаю это. Я не понимаю это. Я ему объясняю. Ян, ну все равно я это не понимаю. Я завел охрану своего життя. Я себе постановил, что выбрал себе такое покликание. Как треба было, выбрал бы другое покликание. Ну добре. А вчера приехал, больше уже занялись блоком. Вот я все равно это не понимаю.
На этом наша размова закончилась. Так, браты и сестры, есть часами у нас, что ахвяра – это то, что хтось другие не понимает. Але я не чую. Может, сами не понимаете, что хтось робит что-то задарма и не хочет с этого взять ani копейки. А это не могу разуметь, нет. А это его ахвяра. Может, хтось скажет, что дурак. Могу взять плату за свою працу. А нет, складає ахвяру. Такий спосіб. Він дивний для світу, той, хто складає ахвяру. Чи я не дивний для світу? Дивний. Як то, і жонки дивний для світу. Але це ахвяра. І в этом есть ахвяра, про яку говорить сьогодні в Євангелії Ісус Христос. Я своє життя віддаю сам, ніхто не відбирає мені його. Я віддаю його, як отримати ще ліпше життя. І ви сьогодні так само віддаєте своє життя. Годину свого життя ви прийшли в Христос, в ахвярі вам Богу, у подяки за дары, за здоровье, за все, за древние речи кисти, потому что как отримать новое життя, лепшее у будущего. Мы так ожидаем и вам, и себе. Веру в единого Бога, а и Царства. Творителя неба и земли, всего важного и неважного, единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного неспорного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погоде Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в рай, судить живых и померших, и якого даст не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один пост для отпущения грехов и шагаю воскрешение помилуй и життя вечного в будущем свете. Аминь. У гэты день полный хвалы и радости для всего костела, с покорой и доверливой молитвой узнесем до воскреслого Пана наши супольные просьбы и молитвы. Молимся за святый костел, как все его верники жили, як належит детям Божьим. Тебя просим. Молимся за все христианские супольности, как догнала их одна вера и любовь до воскресного Пана. Тебя просим. Молимся за молодых людей, яких Христос кличе пойти за ним, как доверили своему Пану и Збавцу. Тебя просим. Молимся за Алену з нагоди Дня народження, просячи для її опеки Троицы Святой и Матки Божией. Тебя просим. Молимся за нас, собранных к алтарю Пана, как мы подчас этой великолепных дём здолели зауважить в нашем житии присутность воскресного Пана. Тебя просим. Всемогутный вечный Боже, выслухай наши молитвы, какие мы взносим за Тебе, за все человечество, откупленное кровью Твоего Сына, как все могли радоваться хвале из мертвых повстанием нас Христа, Пана нашего. Аминь. Oh,
i Waszu jak wiarę przyjął Boga i Dziecko Samobójny. Niechaj Pan Bóg przyjmie ofiarę z rąk Twoich na prosławienie i chwałę imienia swojego, a tak samo na korzyść nam i całemu Kościołowi Świętemu. Panie nasz Boże, uczyni, aby tam się obieciaka, wali Tobie składają przygotują paschalną ofiarę. Niechaj niezbędne działania łaski i odkupienia stanie dla nas krynicą wiecznej radości. Przez Chrysta Pana naszego. Amen. Pana z Wami. I duchem Twoim. Ukoru sercy. Uznosi wydawana. Dziękuję Panu Bogu naszemu. Ona wielka i sprawiedliwa. Naprawdę godna, wielka i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna. Jak my Ciebie, Panie, zawsiądy wysławili, a osobliwa u ten czas больше урочисто пещали Твою хвалу. Коли Христос była wiarowany, jak nasza Pасха, bo On zabrał na ягнё, и Он взял грехи свету и своей смертью перемог нашу смерть, вернувши нам życie obraz свое, z mертвых powstanie. Тому откупленное человечество в świecie радуется у воскресению Христа, а хоре aniołów razem z усіми świętymi śpiewaють Tobie im chwały, niespłynna usklikaючи. Святый, 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 Pan Bóg всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышиях, благословенный Той, кто приходит в имя Pana. Хосанна на вышиях. Сапраўды Божа Ты святы, крынічаўся на tej святости, тому у еднасці з усім Касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары, расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом и крывёю нашего Пана Иисуса Христа. Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлебы и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, każąc: «Bierzcie i pijcie z jego wsie, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обещай светскую молитву, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Wspominający śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, pragnę Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia,
дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаля его в любови, разом с Папом нашим Францишком, Biskupом нашим Казимиром и всем духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які апостолів надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоей ласце пришел с этого свету, и дозволь ему бачить святого обличия Твоего. Просим Тебя. Змилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел житті вечным у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Ебранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Анелами, святой сестрой Фаустиной, Яном Павлом II, благословенным Брониславом Маркевичем и всеми святыми, які сподвеку подобалися Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобie Boże Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, разу веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими являемся, тому полная вдячности смиряемся оказать. Отче наш, в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласкаво упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. А не Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак спокою. Боже, як
Одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечер Ягоную. Пане, я не варты, как первое что-то мне, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 4.
Життя нам дає, життя нам дає. Алілуя, алілуя. Придою своей, придою своей. Аллилуйя, аллилуйя. Обмыл нас грехом, обмыл нас грехом. Аллилуйя, аллилуйя. Смерть мировом, смерть мировом. Аллилуйя, аллилуйя. Ён Пан наших Бог, Ён Пан наших Бог. Аллилуйя, аллилуйя. День полный хвалы, день полный хвалы. Аллилуйя, аллилуйя. Возрадуйся ты, возрадуйся ты. Аллилуйя, аллилуйя. Молимся. Боже добрый пастырь, глянь ласкаво на твой статок, приведи на вечную пашу твоих одежок, яких ты откупил коштовною кровью твоего Сына, який с тобою живи и владарить на веки вечные. Объявим 29 красовика это сирота, 30 это четверг. У сироты вспоминает свято святой Катерины Сиенції, панны и доктора Костела, опекунки Европы. 1 мая успомин святого Юзефа, ровесника, за удел в этой святой мши можно отрымать отпуст з рації нагоди часу якого святого Юзефа, под яким переживаем. Так само наприкінці каплиці лежать Ave Maria, где можно больше подробязно почитать, но много повстал отпуста, где можно отрымать подчас этого года год святого Юзефа, який переживаем. От суботи 1 мая розпочинаються традиційно майові набоженства, які будуть відправлятися після святих імшов вечорових. Адорація Пана Ісуса в найсвятішим сакраменті в інтенції нашої родини буде відбуватися наступним чином. У понеділок от 14:21, во второк от 14 до 19, у середу от 19 до 21, в четверг от 19 до 21, у пятницу, субботу и неделю от 14 до 19. На гэтым тыдні прыпадае першая субота месяца, дзень малітвы да Найсвяцейшай Панны Марыі. Дзякуючы Божай дапамозе, мы маем новую дежурную, якая распачне свою службу в нашей каплицы от 30 красавіка, czyli от пятницы. Например, написано, пересчитать, по 29 была среда. Дякую за оперування забудову, за співу праву літургічною, за прибирання каплиці, території Миколаїв і тим, хто дежурив на этом тижні. Больше подробязано о будове, какая у нас триває, уже май заканчивается, и сейчас прац. Мы поразмовляем наступным разом, подчас объяву. Помолимся за тих, хто на таким тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей.
за Олеся, Євгенія, Павла, їх батьків і хресних з народу хресту. Помолимся за наших братьев православных, які сьогодні переживають вербную неделю, как добре пережили святи. З мертвых повстання помолимся за добродеїв, як віродавців нашої парафії, а так само нових добродеїв, будівництва санктуарі Божої милосердності і за нас наручаючи кожного поособку обет Матері Божої Ружицевої. Твоєї обороні отдаємось. Святая Богородица, у наших потребах не поворачай молению нашим, и об усялякой злой природы выбавляй нас со всеми. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, Агапута наша, Сутешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поведай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, що є, прийміть Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокое Христова. Дякуємо Богу. Дякую ще хору нашому, який співав, прихажував эту святую мшу. Помолимся за Алену з нагоди Дня народженого, а тричі. Я так само під опіку святого Архангела Михайла, святий Архангел Михайла. Бережи нас у змаганні, будь нам оборони, супроть спокуси і пасток Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ свою по світі. Аминь. Святый моцный, святый есть народный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый моцный, святый есть народный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый моцный, святый есть народный, смилуйся над нами. От пожару войны и заразы храни нас, Боже. Оправдой спасенной смерти, стражи нас, Боже. Мы грешника Твоего просим, прислухай нас, Боже. Христос воскрес, радости земля,